На всеми любимой набережной Сухума в ходе ремонтно-восстановительных работ была обнаружена уникальная находка – римские крепостные сооружения, которые относятся к I и IV векам нашей эры. Эти древние стены, хранящие в себе тайну минувших эпох, позволяют нам прикоснуться к истории и культуре, которая формировала наш мир. Уже в течение недели археологами и неравнодушными гражданами ведутся раскопки остатков крепостей римской эпохи для дальнейшего, более подробного их изучения. Как говорит археолог Инал Джопуа, это место в свою эпоху являлось крупным экономическим центром, что подтверждают обнаруженные сотни и тысячи элементов керамики, в частности черепицы, а также фрагменты хозяйственной керамики, амфоры и монеты. Особо ценные и презентабельные для показа находки будут экспонироваться в музее, в то время как остальные находки будут сданы в государственные археологические хранилища для дальнейшего изучения. Уже раскопана, как вы видите, большая часть оборонительного сооружения крепости номер 3. Она у нас построена не ранее II века нашей эры. Вот. Здесь наиболее древним является западное укрепление. Она у нас, значит, относится, конечно, мы еще исследуем, но известно, что она у нас 1 века нашей эры. Потом восточное укрепление была выстроена немного позднее. И центральное сооружение массивное, как вы видите, стены достигают 2,25 метра. И эти сооружения функционировали на протяжении первых 4 веков нового тысячелетия. Комплекс данный действительно крупный. Протяженность фортификационных сооружений здесь 220 метров. Ширина их достигает порядка 25 метров. Во время аналогичных ремонтных работ еще в 1958 году советские археологи уже находили элементы этих крепостных сооружений, однако тогда была проведена только поверхностная расчистка. Полностью изучить объекты не удалось, крепость засыпали и забетонировали. Археологи надеются, что эта ошибка не будет совершена снова. Для этого они уже готовят проект, который сможет сохранить исторические объекты доступными. Аналога таковых сооружений римского периода у нас здесь нет в городе Види. Это подтверждает нахождение этих объектов в историю, древнюю историю нашего города. Поэтому очень рассчитываем на то, что данные объекты, проект, который мы готовим, будет принят, и в принципе понимание такое уже есть. И будут законсервированы, сохранены и доступны для осмотра в последующем. Раскопки довольно трудоемкий процесс, требующий не только времени, но и хорошей погоды. И несмотря на ее отсутствие, неравнодушные граждане с энтузиазмом приходят на помощь команде исследователей. Как в песочнице. Приятно. Медитативный процесс, всем советую. Хорошая практика, мне кажется, когда привлекают горожан, привлекают интересующихся, прикоснуться к истории, почувствовать свой вклад, даже если просто какие-то камушки, песочек там относишь, переносишь. В общем, это приятно. Пришла безо всего, неподготовленная. Даже не успела, честно сказать, купить себе перчатки. Очень хорошо, что здесь все это выдали. Выдали мастерок, ведро, кисточки. Мы сидим, снимаем культурный слой этот первый, оголяем, так как мы не профессионалы все-таки, а волонтеры, нам доверили пока снять первый слой, оголить, так сказать, эту стену. Для успешного завершения столь важной миссии археологам необходимы ваши руки и сердца. Мы призываем волонтеров присоединиться к команде исследователей. Не упустите шанс внести свой вклад в сохранение исторического наследия нашей страны. Работы ведутся с 10 утра до 6 вечера в хорошую погоду. В этот промежуток времени каждый желающий может прийти и предложить свою помощь. Ирена Богателя, Константин Парулова, Абхазское телевидение.